Всем привет! Мы продолжаем цикл программ по финансовой грамотности. И в этот раз я предлагаю нам поговорить о том, что поможет сэкономить деньги и обрести спокойствие в вашей семье. А делать мы это будем вместе с нашими экспертами, которые поделятся практическими советами. И давайте вместе окунемся в тему, которая звучит так. Как составить семейный бюджет? Меня зовут Александр Ледовских. Это погружение на 100. Поехали! Поехали! По статистике, опубликованной совсем недавно, в каждом третьем браке в России ведут семейный бюджет, то есть 1/3 опрошенных. Из них 15% распределяют все основные траты поровну, а остаток зарплаты тратят на свое усмотрение. 25% из общего количества признались, что в их семьях нет четких правил и стратегий по ведению бюджета. А как обстоят дела у наших горожан, я спросил на улицах. На самом деле, пока семейного бюджета у меня нет, но я его веду и с большим удовольствием. Да, ведем. Денежки откладываем, что остается, и тихонечко копим. По молодости, может быть, старались, но я не могу сказать, что очень. Больше это от детей пошло, когда дети стали более умные. У нас же половина разводов идут из-за финансовых проблем. А 3/4 семей российских, они с трудом, как говорят, сводят с концами. Вот есть расчет, который показывает, сколько нужно иметь средств, значит, на поддержание семьи из 5 человек, то есть 2 взрослых, 2 детей и 1 пенсионер, да? Вот. И сколько у нас в среднем на такую семью мы имеем средств? Ну, разница где-то около 20%, те, что должно быть, и то, что мы имеем. Поэтому вопрос экономного расходования средств, эффективного формирования бюджета очень важный с точки зрения поддержания семейной стабильности. Екатерина, какие психологические барьеры могут нам быть врагами, наверное, при формировании своих расходов? Что вы думаете по этому поводу? Во-первых, это, конечно же, неумение разговаривать и обсуждать какие-то проблемы, которые возникают внутри семьи. Возможно, страх конфликта, да, или конфликтов, и поэтому партнеры стараются не обсуждать какие-то темы, что-то, может быть, скрывать друг от друга, но это только приводит к напряжению в отношениях, да, и в итоге сказывается не лучшим образом ни на семейном бюджете, да, ни на семейных отношениях. И также неумение принимать партнера таким, какой он есть. Мы происходим из разных семей, мы в семью приходим, как бы из разных семей, да, у нас разные установки, в том числе и на то, как нужно вообще финансовый бюджет вести. Для того, чтобы навести порядок в ваших финансах, можно воспользоваться 5 простыми шагами и начать вести семейный бюджет. Определите финансовые цели. Начните с постановки краткосрочных и долгосрочных целей. Краткосрочные могут включать покупку бытовой техники или поездку в отпуск, а долгосрочные – накопление за образование детей или покупку жилья. Четкие цели помогут вам лучше планировать и мотивироваться. Шаг 2. Соберите информацию о доходах и расходах. Соберите все данные о ваших доходах и расходах, учитывайте все источники дохода, такие как зарплаты и бонусы. Разделите расходы на фиксированные, аренда, ипотека, и переменные, питание, развлечения. Это поможет вам понять, куда уходят деньги. Шаг 3. Создайте бюджет. Используйте таблицы или специальные приложения для ведения бюджета. Разделите расходы на категории, такие как жилье, питание, транспорт и развлечения. Это поможет вам контролировать расходы и не выходить за рамки бюджета. Шаг 4. Анализируйте и корректируйте. Ежемесячно сравнивайте фактические расходы с планируемыми и корректируйте бюджет при необходимости. Если расходы превышают доходы, ищите возможности для сокращения затрат. Регулярный анализ поможет вам оставаться на правильном пути. И шаг 5. Экономьте и планируйте. Составляйте списки, чтобы избежать импульсивных покупок. Ищите скидки и акции. Планируйте крупные покупки заранее и создайте резервный фонд на непредвиденные расходы. Это поможет вам экономить и быть готовым к любым финансовым неожиданностям. Ну и финальный вопрос. Есть ли, может быть, какие-то советы для молодых семей, которые только начинают планировать свой бюджет?
может быть, меньше слушать даже, я бы сказал так, родителей, а больше слушать людей компетентных. Часто мы доверяем соседям, родителям и так далее, а потом получаем не всегда хорошо. Я не отрицаю, в общем-то, мнение родителей, но все-таки надо вот и бюджет самостоятельно формировать, и собственное мнение, я бы сказал так, вместе с профессионалами. Ну, во-первых, конечно, такие вещи лучше всего обсуждать, когда оба партнера в относительно спокойном состоянии. То есть не тогда, когда накоплены какие-то обиды или есть какие-то претензии. Если есть обиды и претензии, ну, в финансовом, например, плане, то лучше переспать с этой мыслью, условно говоря, да, то есть не обсуждать сразу, немножечко прийти в себя, но все-таки запланировать день, время, когда вы будете это обсуждать. То есть не оставлять на потом, на долгое время, но в то же время и как бы на горячую голову это не стоит обсуждать. Еще такой небольшой, ну, может быть, практический совет – постараться воздерживаться от упреков. Не только когда мы обсуждаем финансовую тему, потому что когда мы упрекаем человека, когда мы его обвиняем, наш партнер, ну, первая реакция его защититься. По сути, он не слышит вот о ваших потребностях. И не видеть упрека в словах партнера. То есть постараться все-таки отнестись к разговору как к конструктивному, такому вот спокойному, да. Главное – это единение, согласие, и в распределении и планировании бюджета тоже главное – согласие. Ну и в конце хочется подвести такой итог. Пускать на самотек семейный бюджет не стоит. Необходимо иметь четкую картину происходящего, потому что, не прилагая больших усилий, можно начать экономить и даже задуматься о будущем и инвестициях. Кстати, это тема нашего следующего раза. Если эта программа понравилась и была полезной, то заходите в наши социальные сети. Ну и до новой встречи на новом месте. Пока-пока!